Национализм занимает одно из наихудших мест в исламе. Каждый мусульманин обязан знать, что нет превосходства у какого-либо рода или нации перед другими, кроме как богобоязненностью и иманом. «О люди, мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга». Сура 49, аят 13, Коран. На данный момент на Земле существует сотни народов, говорящих на разных языках. Миллиарды людей, живущих на разных континентах, признают себя созданиями Всевышнего и поклоняются Ему. То, что все мы говорим на разных языках, это мудрость и замысел Всевышнего, и это является одним из знамений. Поистине, мудрость Всевышнего необъятна. Различие языков порождает различия в культурах, и люди, соприкасаясь с культурой другого народа, обогащают свою культуру. Те, в свою очередь, познают что-то новое для себя и находят что-то выгодное для своей культуры. Культурная подпитка дает толчок развитию торговли, науки и техники. Таким образом идет прогресс во всех сферах человеческого бытия. Из его знамений – творение небес и земли, различие ваших языков и цветов, поистине в этом знамении для знающих. Сура 30, аят 22, Коран. Elshno bosh yesilah khulush hadisiha boqola arbuchunna arbu wotchunt ahsilala yats qaychun ya archunt ahsilala yats deyla khira tibyan liqa sila waj Allah bosh ya Quran chuha bismillahir rahmanir rahim inna akramakum indallahi atqakum boqola shunuq ihsila dalgar milu elcha deyla ihquyushur quts ayatu elchin hadisu وين قيت واشترك وين حخا اشترك هدو ألشة تقام وقامل دزت صغير مصو قامش دال سعتير قيل خلر ودرشي آدم حوا حدولة أس آدم حوا دوز البوي دال شي حكمتت شي قن ختمت مصو الدنيا يم عشق عاد دست داجدين شي قام دل شي موت بلا الدنيا جو داخ قيل شين عبادتش داخ قيل دول أدمش توي تاق أصدالت بيوش بنيق تعبو إذا ديلا خيرر دال بوش در سن إلشن سنة لردر تاق سن ديلا دالا إلشنو خيتن دوش دوزن شد إخسا ديولش دالا إلشنو مبوخا دال عمليش إش دال جرق دختيش دو أدم شي قامت دزلش سديش شي تايب تقنس دزلش سديش كورلش سيش إش دا أدم دنيا شا دوقش دوخ خن نيسي عقيشو تسو إلشن زامن قاحا حربو سعادة خلق شيء تايبنش شيء تقمش شيء دقي تايبنش تبوش كورلشيش كورلا دال يقول تسيش لهم يوس تاقا دال شيء سيلح الحديث القدسي على بقول كورلا سيل شيء صفات دو إشيت صفات قوس نولشنا شا عازب دور ما دو ألق دال تاق سنديلا أتصمنا ويلرلوش ديلا قير سو دولوش أدم أخدنيا شعبور شابوخ شلنيق إشت أتس نيسج دين تاح Эльчин суннат чахтайлишт. В истории Чеченской Республики есть трагические страницы, когда определенные силы пытались использованием национального фактора и с возбуждением масс на борьбу за независимость Чеченской Республики, а позднее, прикрываясь религией, пытались разрушить целостность России. Тут я опять же хотел бы обратить внимание на историческое вот это выступление Владимира Владимировича Путина перед муфтиями. Собственно, сам формат выступления перед муфтиями в Уфе, он уже говорит о том, что это послание главы государства, в котором он прямо обозначает приоритеты государственно-исламских взаимоотношений. Они там и обозначены. Он говорит там совершенно революционные вещи. Мы их не слышали в течение многих десятилетий, а если в отношении ислама, то вообще никогда от главы государства в России не слышали. Он говорит, что вызовы современности требуют, чтобы для ислама вызовы, чтобы на них и мусульмане, и наше государство отвечали вместе, и только вместе мы можем победить. Есть телеграмма Николая II ингушскому полку, где он благодарит за то, что они немецкую железную дивизию сокрушили за несколько часов, чего русская армия не могла там за 2 года сделать. Да? Вот, пожалуйста, исторические документы. Поэтому почему бы не показать, как вот и представители народов Северного Кавказа, там татары, нагайцы, вместе калмыки, вместе с русскими
значит, крушили врага вот на полях Первой мировой войны. В 21 веке самым эффективным оружием является информация. В этой войне побеждают те, кто навязчивее продвигают свою идею, используя возможности современного мира. Войны стали происходить не на полях брани, а в умах людей. Зная это, мы с вами должны с осторожностью воспринимать информацию, понимая, что она может нести с собой радикальный оттенок. Те, которые пытаются сыграть на надуманных религиозных или национальных противоречиях, желают реализовать свои планы, не соответствующие истине религии. Бог прежде всего ждет от нас не того, чтобы мы восхвалили свой род, свою фамилию, свою национальность, а прежде всего желает от нас лишь только одного, чтобы мы выполняли его заповеди. И это самое главное. И вот если мы представим, что каждый человек, представим вот центр окружности, и каждый человек – это точка именно вот на этой окружности. И чем ближе мы будем двигаться к центру, чем ближе мы будем двигаться к Богу, то мы будем становиться ближе друг к другу. И в этом отношении хорошим, конечно же, именно подспорьем будет именно духовно-нравственная работа, которая будет проводиться сейчас в полной мере именно с молодежью. Нерешенность социально-экономических и этнокультурных проблем часто приводит к возникновению внутринациональных и межнациональных конфликтов. Все это свидетельствует об актуальности и целесообразности продуманной, целенаправленной национальной политики в Чеченской Республике, учета интересов и потребностей социально-культурного развития всех национальных общностей, включая малочисленные. Чеченская Республика – это та территория, с которой может начаться истинное возрождение патриотизма в России. Это единственная республика, единственный регион, в котором я видела бы такое отношение к государственной власти, такое уважение к федеральной власти. На мой взгляд, нам ни в коем случае не нужно занимать позицию защиты. Ни в коем случае не стоит приукрашивать какие-то события, которые происходят здесь. Единственный путь, которому мы можем следовать, это рассказывать правду о том, что происходит в республике. Собственно, тут волей-неволей вспоминаются слова Ахмада Хаджи: «Мое оружие – правда, и против этого оружия бессильна любая армия». Мы приоритетно для себя все-таки ставим создание комфортных условий уже для тех, кто здесь живет. Потому что, конечно же, есть малые народы или представители титульной российской нации, русских, которые немногочисленны, исторические районы в Чеченской Республике, в которых проживают те или иные представители тех или иных национальностей: нагайцы, кумыки, терские казаки, русские, татары. И нам важно, чтобы те люди, которые живут здесь, чувствовали себя комфортно, чувствовали себя, мне странно немножко это говорить, но на равных с титульной нацией самой республики. По себе могу сказать, что никакого дискомфорта нет, что никогда нет никакой разницы ни на улице, ни в гостях представителем какой нации ты являешься. Наверное, в этом отношении, в отношении именно построения межнациональных отношений, республика может служить примером для некоторых других регионов. В связи с этим реализуются многочисленные республиканские программы, основанные для разработки и реализации комплекса организационно-политических, этнополитических, научных, информационно-пропагандистских, духовно-нравственных, культурно-просветительских мероприятий, что крайне важно и необходимо для оптимизации этнополитической ситуации в Чеченской Республике и на Северном Кавказе в целом. Новый этап социально-культурного развития Чеченской Республики и ее народа сопряжен с необходимостью укрепления мира, стабильности, межнационального и внутринационального единства и согласия, решительного противодействия различным формам радикализма и экстремизма.